собрать, вот собрала, наконец-то. Как вы там? Все собрались? Да, почти все, 22 на скате, но с ними еще некоторые там групповые есть. У нас вот, 5 будут все. Нас тут тоже 5. Можно рассказать, да, нашу идею, которую посмотрели мы? А? Тамара? Вы уже рассказали своим? Нет. Что мы сейчас решили с вами сделать? Ну вот то, что вот вчерашнее вы показали схему, да? И как там, вот как ставить, ну посоветоваться насчет этого. Да, ну давайте вот сейчас скажи, у тебя же там табличка, эта схема. Нет, схему мы потом будем делать схему, да, там будем советоваться. А вы нам покажите, как там... Вот хватит советоваться, хватит время тратить. Пора работать. Ольгу надо подтянуть сейчас. Ольгу. Подтягивайте. Ольгу надо подтянуть. Я думаю, что чем больше вы будете советоваться, у каждого свое мнение. Вот вчера мы посмотрели схему, как лучше поставить людей. Я считаю, что вот так и надо сделать. Надо вот именно... Старт начинается... Давайте я вас представлю, вас все не знают. Тамара Старшикова – это наш вышестоящий спонсор, личник нашего президента Михаила Демчук. Вот от Тамары мы и пошли. Вот от Тамары Ольга Ильшпольская является нашим личником Тамары Старшиновой, потом Сергей Вакенгут, потом я. То есть я 4-я линия, получается, от Михаила Демчук. И мы вот с Тамарой и с Ольгой вот уже несколько дней бьемся, как нам расставить так, чтобы было выгодно всем. И Тамара предложила свой вариант расклада, и мы хотим вот услышать от Тамары, почему так выгодно стоять. И нам Тамара покажет, как общую картину, как мы будем стартовать общую картину, какие деньги лежат в бинаре. Вот. А потом будем расстановку делать, там по этой уже надо советоваться с лидерами, какие у них списки, и уже будем окончательно, ну примерно вот то, что мы вчера сделали, Тамара, это уже я со своими ключевыми уже обговорила. А потом уже будем по результатам сегодняшней беседы мы уже сделаем выводы. Поэтому, Тамара, вам слово, как выгодно вставать, чтобы сильные люди, первый локомотив наш, да, элита нашей якутской команды, они здесь 22 человека, больше даже, да, групповые, потому что я вас внимательно слушаю. Да, вот тут вот дети кричат: «Видим! Последнее предупреждение!» Так, ну хорошо, доброе утро, во-первых, всем. Да, спасибо большое за представление, София. Действительно, я являюсь самым высшим наставником, наверное, после президента. И за моими плечами огромный опыт. Опыт большой, потому что в сетевом маркетинге я работаю с 1994 года. Не удивляйтесь, я своего возраста не стесняюсь. Мне буквально, какое число, 27-е, через 2 дня будет 70 лет. Да, независимо от этого, я в бодром, нормальном состоянии, примерно, наверное, можно дать 45 лет мне. Да, девочки меня видели, девочки меня знают, со многими мы встречались в Сочи, поэтому многие знают меня. И думать, что тут перед нами сейчас какая-то старуха выступает, вы это мнение, пожалуйста, уберите. Это мнение уберите. Потому что я прошла школу я прошла в Швейцарии, швейцарскую школу прошла, у меня сертификаты, я коуч-тренер. И поэтому я думаю, что мы найдем с вами точки соприкосновения и будем друг друга понимать. Что такое сетевой бизнес?
в сетевом бизнесе очень, очень правильно надо соблюдать, наверное, правило. Есть такое правило, что каждый человек, кто вас пригласил в этот бизнес, каждому человеку надо быть очень благодарным. Благодарным за то, что вы оказались в нашей компании. Компания наша действительно очень солидная, очень серьезная. И я бы хотела, чтобы мы все уважительно друг к другу относились. Вот это самое главное. Если будем мы тянуть как лебедь, щука и рак, у нас никогда ничего не получится. И у вас действительно, вам повезло, у вас прекрасный спикер. У вас прекрасный спикер, это София. София очень уже давно работает в сетевом бизнесе. Сейчас я уйду в другую комнату. Тут это пришла, сказала, она сейчас займется с ними, а я в другую комнату сейчас пойду, чтобы нам не мешали деточки. А то они со мной. Халис, чайку налей, пожалуйста, мне. Вот. И я хочу сказать, вам, конечно, крупно повезло, что во главе вашей команды стоит тоже, в общем-то, неплохой и очень хороший спикер. Это очень важно. Очень важно, кто вас направляет, кто с вами занимается, кто на вас, кто за вами следит, кто вам помогает. Потому что, смотрите, человек, который приходит с опытом, особенно в сетевом, когда он работал, он уже знает все подводные камни. Он знает все подводные камни, которые находятся именно, могут находиться при развитии структуры. И вот эти подводные камни, обычно мы стараемся, чтобы их было как можно меньше, чтобы вы не встречались с ними. А если вы встречаетесь, чтобы эти камни были как можно мельче. Это самое главное, самое главное. И каждый человек, я еще раз подчеркиваю, вы оглянитесь, пожалуйста, и проанализируйте, кто вас пригласил в этот бизнес. Кто пригласил? Любить никого не надо. Любить не надо. Любит это мужчина, женщина там, и так далее, и так далее. А мы должны уважать друг друга. Уважать друг друга. Вот это самое главное, что я хотела бы сказать. Да, вот где-то 1 числа, 2 числа будет старт. Пожалуйста, отнеситесь к этому старту, ну, серьезно. Те старты, которые у нас были в компании, это вебинары, то именно в тех стартах мы еще тогда, в общем-то, ну, наверное, ну, недооценивали ситуацию и, конечно же, нажимали на кнопки все подряд. Раз кнопка, раз кнопка, раз кнопка. Было сказано, там в 10 утра тот нажимает, в 11 утра тот нажимает, и сидели мы все нажимали на эти кнопки. И в этот момент, конечно же, люди, так как это компьютер выставляет, не мы выставляем, мы не выставляем, компьютер выставляет, в связи с этим, что происходило? Происходило, люди вставали так, как компьютеру удобно. Вот я рекомендую, это моя рекомендация, и мы также поговорили с Михаилом и решили, значит, чтобы не было такого, предварительно нарисовать эту схему. Эту схему нарисовать, а затем, значит, именно в соответствии с этой схемой в обязательном порядке уже нажимать на кнопки по сигналу вышестоящего вашего наставника. Вы все наставники, многие уже наставники. У многих уже есть свои команды. Следовательно, у каждого, вот я рекомендую так сделать, София, нарисовать себе общий список, общую схему сделать. И каждому наставнику, которые станут там под вами, дать то же самое же и сказать: у тебя должно быть вот так, у тебя должно быть так. И следующие смотрят, если там есть лидеры, этим лидерам тоже говорят: вот у тебя должна быть такая, так расположена твоя команда. И после этого, когда, значит, у каждого будет в руках эта команда, да, когда уже начинается наш старт,
И тут же София дает команду и говорит, через 10 минут, через 15 минут встает такой-то. Время не теряете, потому что на каждую линию будет даваться по 15 минут. На каждую линию будет даваться по 15 минут. Поэтому в этот момент, вот мы должны грамотно, правильно все это выстроить. Если мы самую верхушку правильно выстроим, самую верхушку, это человек, допустим, 30, человек 30 правильно будет выстроено, тогда у вас работа будет как по маслу идти. Вы уже должны будете закрывать, вот сейчас я открываю этот экран, и я вам покажу этот бинар. Вы посмотрите, пожалуйста, этот бинар. Сейчас я его открою. Вот. Получается, эта программа будет работать в двух направлениях. Это будет линейная часть, и будет это у нас еще бинар. Еще будет бинар. Завтра на планерке президент будет об этом рассказывать. Он будет рассказывать. Вот $100 намного легче найти, чем 600. И имея $100, тут же можно новеньким, кто еще в соцпрограммах не стоит, они могут уже накопить эти деньги здесь и встать в социальную программу, встать в бинар, биткоины. Потому что биткоины это тоже очень выгодно иметь. Очень выгодно иметь. Если у нас сейчас биткоины стоят где-то около $4000, то как бы прогноз говорит, что в 2020 году, в 2021 году эти биткоины могут дойти и до $40 тысяч, и до $50 тысяч. Вы представляете? Вот у каждого у вас в кабинете, предположим, минимум $10, 10 биткоинов. 10 биткоинов умножьте, пожалуйста, на 40 тысяч. Это $400 тысяч пассивного дохода. Вот эти биткоины и эфиры, их трогать не надо. Они должны у вас лежать или здесь, или же в кошелек к себе на блокчейн. На блокчейн перенести эти деньги. Вот понимаете, вот здесь вот такая картина. И для того, чтобы у нас были вот такой пассивный доход, а соцпрограмма $600 вход, решили еще сделать вот такую маленькую площадочку за $100. $100 любой человек может найти буквально, это можно найти буквально на 3-4 дня. Что это такое? Вот за эту линейку мы распределили $63. На бинар мы отдали $20. И $17 будет идти на развитие компании, на призы, промоушены и так далее, и так далее. Вот давайте рассмотрим линейку. Что такое линейка? Линейка. Чем больше вы людей пригласите лично, вы понимаете, вот вы можете взять карандаш, можете взять ручку, и я просто вам могу сейчас скажу, а вы потом все это посчитаете. Лично вы одного пригласили, за одного сейчас считаем, за одного получили $32. Этот человек пригласил одного только одного, за него вы получаете $16. Вот этот человек пригласил тоже одного, за него получаете 8. И так каждый приглашает по одному только человеку, и мы получаем, оказывается, за личника 32, потом 16, потом 8, потом 4, потом 2 и 1. Посмотрите, до 6-го человека получаете 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уровней получает вот эти деньги. 6 уровней. Представляете? Теперь давайте представим. Вы стоите сейчас, пригласили только в начале одного, мы сказали, а давайте представим себе, вы пригласили 3 человека за $100 к вам вошли. Представьте такую ситуацию. Это $320, 96 долларов в вашем кошельке. Помимо этого, те тоже пригласили по 3 человека. Это 9 человек
вы умножаете на 16. Дальше 27 человек вы умножаете на 8. Дальше 81 человек вы умножаете на 4. Дальше 81 человек, да? Дальше 81 умножаем на 2. Это получается у нас сколько? 81. Это 162 человека. Умножаете на 2 доллара. И 324 человека умножаете на 1 доллар. Даже на 1 доллар вот вы умножили, все ваши, только по 3 человека приглашали. Это у вас получается с последней, с 6-й линии уже 300 с лишним долларов. А вот здесь вот посчитайте сами. Сами посчитайте, сколько вы будете за линейку иметь. А теперь давайте представим, что вы сюда пригласили по 10 человек. И вот это тоже посчитайте. Поэтому всех людей, которые вокруг вас, которые где-то деньги потеряли, что-то с ними произошло, кому деньги нужны, 100 долларов всегда найдут для того, чтобы хоть каким-то образом приумножить свои деньги. Это мы с вами посмотрели линейку. Вторая часть. Вот эти люди, которых вы будете приглашать, и ваши приглашенные будут тоже приглашать, они все будут вставать в бинар. Они все будут вставать в бинар. Бинар рассчитан на 4 миллиарда человек. Представляете? На 4 миллиарда человек. Как работает этот бинар? Как работает этот бинар? Все люди, которых вы пригласили, я пример привела, что как будто вы только 3 пригласили для начала. Как они будут размещаться? Если вот эти места будут свободны от ваших вышестоящих людей, вот сюда никто не упал, тогда ваши люди упадут сюда. 2 человека, только 2 человека. 3-й человек упадет вот сюда. Вот сюда. Понимаете, да? Что вот эти 2 человека, красненькие, это они образовали пару. Это есть пара. За эту пару тут же вы получаете деньги. От 3 до 6 долларов. Все зависит от того, значит, в какое время мы встали, когда люди сюда пришли. От 3 долларов до 6 долларов. Мы здесь сделали расчет на 6 долларов. Как только вы здесь, вот, смотрите, стоите вы, под вами встали 2 человека, то ли ваши, то ли от вышестоящих людей, которые стоят у вас в бинаре, упали сюда люди, образовалась пара. Может быть, вы еще никого не пригласили на 32 доллара. Никого не пригласили. А уже от вышестоящих партнеров сюда могут упасть вот эти люди. Это уже пара. Выключите, пожалуйста, микрофон. Так, образовалась пара. Вы получили за пару. Даже если вы еще никого не пригласили по линейке, но уже 100 долларов занесли в кабинет и уже нажали на кнопочку, то у вас уже образовалась пара. И вам начислили где-то, примерно 6 долларов. 6 долларов. Я не могу сказать, какая здесь цифра, потому что это еще идет подсчет. Но мы посчитали 6 долларов. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг здесь какая-то другая цифра будет. Без каприз, без всего. В спокойном режиме мы смотрим, какую сумму здесь начислили. Вот у вас получается это первая линия. Как только вот этого красного упал вот сюда человек, и под этого красного вот сюда упал человек, это и есть вторая пара. Это и есть вторая пара. А как вот упали вот сюда человек и упали вот сюда человек, это еще одна пара. То есть у вас на второй линии появилось еще 2 пары. Вы теперь получаете за 2 пары. Технологию образования пар вы должны усвоить. Значит, слева один встал, и слева у другого встал.
Вот это есть пара. У этого справа встал, и у этого справа встал, вот это тоже пара. То есть мы берем и вот этот бинар делим на две части. На две части. Желтая сторона, синяя сторона. И таким образом у вас на второй линейке две пары. И за две пары вы получаете примерно $12. А вот эти красненькие, они получают. Каждый получает за свою пару по $6. Каждый получает за свою пару. Итак, смотрите. Теперь под этим желтеньким стали два человека. И под этим стали два человека. Да. Что происходит здесь? Здесь тоже так же. Слева и слева это пара. Вот для этого человека. Вот для этого человека вот эта пара. Вот для него. Этот стал и этот стал справа. Для него вторая пара. И вот этот человек, он уже получил за первую свою пару $6. Теперь он получает за за эти две пары $12. И точно так же этот получает. А что же вы получаете? А вы получаете за 4 пары. 4 пары. За 4 пары вы получаете $24. Итак, каждый раз, смотрите, образовываются пары, и вы получаете за эти пары. В первой линии, итак, мы решили 2 пары, 1 пара, вторая линия 2 пары, потом 4 пары, 8 пар, дальше идет, значит, уже 16 пар, 32 пары, 64 пары, 128 пар, 256 пар, 256 пар. И здесь, значит, 512 пар, здесь 1024 пары. И последнее это 2048 пар. Для вот этого верхнего вот такая картина. Смотрите, вы сейчас должны поставить себе цель, что самые выгодные, самые хорошие, вы должны следить будете, как у вас закрываются вот эти пары. Как закрываются эти пары. Потому что здесь, смотрите, если у вас здесь стоят много наставников, сильных людей, и вы будете именно чередовать надо. Допустим, вы сильная, к вам 2 человека стали сильных. 2 человека стали сильных. Как надо расставить людей? Вот в эту ножку можно поставить менее сильного. А вот в эту ножку, правую ножку, надо поставить более сильного. Вот если вы так будете расставлять, то ваш бинар никогда не остановится. Этот бинар вы уже будете чаи гонять, пить, а заглядывайте в кабинет, а в кабинете будут довольно-таки хорошие большие деньги. Смотрите. Получилось, вы активный, этот активный, наверху тоже активный человек стоит ваш. Предположим такую ситуацию. Или давайте так посмотрим. Вот этот активный стоит, этот активный, и вот этот активный, и этот активный, и эти вот. Предположим, вот эти 6 человек, это все активные люди. Все активные люди. Давайте посмотрим. Теперь, что делает вот этот человек? Вместе с этим и с этим рассуждают и говорят, вот здесь вот, давай, наверное, нам лучше было бы поставить, вот там Зухра не очень активная, давайте мы ее сюда поставим. А вот сюда вторую ножку этот человек ставит активного человека, активного. И этот активный человек уже будет за своей ногой следить сам. Вот если вы, опять-таки, посмотрите этот бинар, он будет следить сам за своей ногой, вот этот активный. А вот этот, который менее активный, он уже будет получать поддержку от того, кто его пригласил, кто стоит выше этого человека, и кто стоит еще выше, и кто еще выше стоит. Вы представляете? То есть они будут следить и будут помогать для того, чтобы вот в этой ножке, которая она, здесь вот здесь стал человек менее активный. И вот получается, что вот именно левая сторона
вы все время ставите менее активных. А вот на правую сторону ставьте активных людей, активных, чтобы каждый раз, и опять-таки, эта ножка тоже так же ставит к себе слева менее активного, а справа ставит все время более активного. Это на самое начало надо так сделать. И каждый потом себе говорит: да, я хочу, чтобы у меня в кошельке было 24 570. Вы это смогли бы сделать и за неделю, и, может быть, за 3 дня, и, может быть, за месяц. Понимаете? Это все будет зависеть уже от вас. От вас. Вот вчера, например, у меня, когда встреча была, фокус-группу я приводила, к нам в команду, сюда, в компанию, приходит целая структура приходит. Они говорят: о, прекрасно, все это нам понравилось, мы сейчас хотим прямо всей командой прийти сюда. Я говорю: а команда большая? Ну, где-то 3-4 тысячи человек. Представляете? Вот эту команду. Это будет, конечно, супер. Когда с такими командами приходят люди. Поэтому посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг. У вас уже есть сетевики, работают. С этими сетевиками встретиться надо, пока время есть до 1 числа. Абсолютно. Да, это никогда не поздно. Никогда не поздно. Здесь мы должны уже убедиться в том, что любой человек, он может быть круче, чем я, круче, чем София, круче, чем там Елена. Понимаете, это все зависит от того, с какой энергией человек обладает. Приходит и говорит: да, мне нужны деньги. Мне нужны деньги, поэтому я буду пахать. Я буду работать, я буду стараться, чтобы у всех моих людей были деньги. Вот это самое главное. Вот это самое главное, вы должны за этим следить. За этим следить. Не в свой кошелек только заглядывать, ни в коем разе, а заглядывать как можно больше в чужой кошелек, что у них там происходит. Если они будут работать, если они будут зарабатывать будут, то в вашем кошельке обязательно будут деньги. Обязательно будут деньги. И вот обратите внимание, вот здесь получается 12 линий. 12 линий. 12 линий – это 2048 пар. 2048 пар. Почему здесь 4000 написано? Потому что здесь, допустим, стоит София. Следовательно, у Софии, чтобы закрыть 12 вот этих линий, в общей сложности должно быть 4096 человек. То есть 2048 пар. 2048 пар. Вот такая вот картина. Вот такая картина. Да у вас уже в структуре сейчас около 6000 человек. Вот представьте себе, элементарно можно вот это закрыть. А за $100 вы сейчас горы свернете. Даже человек может занять на 2-3 дня эти $100, пригласить только троих людей, это 96 долларов, и плюс вернул свои деньги. Тут же вернул свои деньги, эти свои $100. Если даже у него в кошельке нет этих $100, но вы можете прям вот таким вот образом сказать: дорогая моя, вот ты сейчас троих приглашаешь, и у тебя моментально появляются эти деньги. Теперь смотрите, это 12 линий. Если мы все вот это сложим, это 24 000. Что я хочу сказать? Что же будет от 13-й линии? От 13-й линии это 24 570. То есть мы также с вами всей командой
команда, еще раз подчеркиваю, должны следить. Если сам не можешь пригласить, тогда скажи, пожалуйста, обратись, вот здесь вот ячеечка, предположим, не закрытая, обратись к этому, обратись к этому, обратись к этому, обратись к этому, обратись к тому, и говорите: ребятки, вот здесь вот у меня ячеечка одна не закрытая, но у меня нету никого сейчас за $100. Но это, конечно, абсурд. Это, конечно, абсурд. Да, ячеечка закрылась, ага, начинают там следующие линии работать. Вы смотрите, какие ячеечки еще не закрыты. С кем надо поработать, кому надо помочь для того, чтобы эту ячеечку закрыть. И таким образом, вы представляете, вот 13-я линия, если за все вот эти линии 24 тысячи, то 13-я линия это еще 24 тысячи. 14-я линия 24 умножаете на 2. 24. Это 48, 49 тысяч почти. Да. Следующая линия это 100 тысяч. Следующая линия вам принесет это 200 тысяч. Представляете, девочки мои хорошие? Это о чем говорит? Это говорит о том, что в обязательном порядке равномерно левую и правую сторону надо вот эти клеточки закрывать. Вот эти клеточки закрывать. Но я же не сказала, что параллельно у вас идет еще линейка. Теперь смотрите. Помимо этого, здесь будет еще открыт накопительная часть. Будет открыта накопительная часть. Что она дает, эта накопительная часть? Те люди, которые еще не стоят на ВИПе, не стоят, и не стоят в соцпрограмме, то, что они заработали, 10% будет уходить на накопительную часть. 10% будет уходить на накопительную часть. Как только накопили $100, то на эти $100 будут покупаться, значит, наша программа, которая называется «Старт». И все люди, которые будут сюда вставать, они автоматом будут туда идти. И смотрите, и автоматом будут двигаться. Из старта перейдут в ПРО, и, наконец, они оказались в ВИПе. Это может произойти и за 3 дня, и за 5, и за 6 дней. И когда вы уже будете на ВИПе, к вам будет подключаться рекрутер. Инструмент, который будет вам приводить людей из соцсети. Не только с земли помощь будет вам оказана, а еще и из соцсети вы будете приглашать людей, то есть рекрутер будет приглашать людей, и эти людям, когда рекрутер будет давать эту информацию, и люди автоматом будут выходить и спрашивать: дайте вашу ссылочку, и регистрироваться, и вставать, и вот они точно так же автоматом будут вставать на ту клеточку, которая клеточка еще не закрыта. Вы представляете? И далее деньги будут накапливаться в соцпрограмму. Как только накопилось здесь $600, их тут же будут выставлять в соцпрограмму. И представляете, какое будет у вас движение? У вас движение – это легкие, быстрые деньги вы будете получать здесь для того, чтобы квартиру оплатить, питание купить, с долгами рассчитаться, с кредитами рассчитаться. Вот это будет самая такая легкая площадка, это быстрые деньги. А те деньги, которые вы будете на биткоинах и на эфирах зарабатывать, это пусть будут ваш резерв. Ваши деньги, которые неприкосновенные пока. Как только, допустим, они будут стоить 10 тысяч, 20 тысяч, если вы захотите их уже начинать снимать, вы будете их снимать. Это ваш резерв. И плюс социальная программа, это где вы можете деньги накопить на покупку недвижимости. И плюс еще вот здесь у вас такие хорошие будут заработки. Это тоже вы можете уже не только купить недвижимость у себя в Якутии, вы также можете купить и в Болгарии, около моего дома, недвижимость на берегу моря. Также вы сможете и в Сочи купить, и где вы хотите. Хотите даже в Таиланде.
Очень многие в Таиланде покупают недвижимость. Это уже будет ваше дело. Ваше дело. Кто-то коттедж захочет купить. Вы представляете, какое будет у нас движение? Какой у вас нет? И как люди будут зарабатывать. Вот это я хотела вам сказать. Вот это я хотела сказать. И хотела сказать, что вот именно сейчас София, задача Софии, сделать правильно, вот именно, чтобы у вас костяк был, чтобы был у вас костяк. И во время старта, чтобы вы, может быть, уже закрыли и 5-ю, и 6-ю линию, или 7-ю линию. Представляете, это около $5000. Около $5000. Если вы сейчас, уже сегодня, подготовите людей, регистрация, подготовите, чтобы в кабинетах было уже у них по $100, во время старта, вот именно так мы должны. Но я бы хотела сказать следующее. После того, когда старт закончится, это не говорит о том, что пора сидеть и ноги свесить. Нет, дорогие мои, у вас должен быть каждый день этот старт. Каждый день этот старт должен быть у вас. То есть тех людей, кого вы пригласили, у каждого у вас будет вот эта команда. Команда из 6 человек, у каждого, на кого вы будете опираться. И значит, вы в обязательном порядке каждому говорите: ребята, формируем и закрываем следующие площадки. Ребята, формируем, закрываем следующие площадки. Остановок здесь не должно быть. Засучите рукава, хотя бы месяца 3 поработайте в этом режиме. Месяца 3. Заработайте по 100, по 150, по 200 тысяч долларов. Да, это я просто вам рекомендую. И потом уже ваша задача: обучайте своих людей. Обучайте. Или дверь, если вдруг. Не душно, да? Я уже в этот момент прошел. Андрей, так надо. Дверь был. Коробочку. А нет. Это слушай, еду. На это показать. Показываю. Подарки, отправить их на такие, на обучение, и нету денег. Вот здесь вот ваша задача сейчас максимально засучить рукава, максимально, и максимально, значит, уделить этому внимание. Давайте вот, у нас, значит, будет объявлен еще промоушен. Я пока не знаю, какой промоушен будет. Это объявит уже президент компании. И когда тепло уже будет. Мы хотим где-нибудь на берегу моря. Мы немножко попихались. Да, поехать вот именно туда, отметить 2 года нашей компании. 2 года нашей компании. Ребята, эта площадочка, она не просто так появилась. Она появилась для того, чтобы вам оказать эту помощь. Вам оказать эту помощь, чтобы у вас было в кармане, были в кармане деньги. Еще раз подчеркиваю, это быстрые деньги. Смотрите, завтра президент в этом, как говорится, на планерке расскажет об этой программе. Вот только завтра. А вы уже знали, уже неделю тому назад. Понимаете, да? Это вся секретная была наша информация для того, чтобы вы в первый же день, первые же 3 дня, 4 дня стартовали, чтобы у вас вот такие были деньги в кошельке. И если вы их увидите, эти деньги у вас
будут эти деньги. Вы представляете, сколько людей к вам придет? Вы весь город, всю Якутию свою осчастливите. Всех. Вы представляете? А потом еще к вам будет подключен рекрутер, и вы будете уже с рекрутером работать, потому что бинар... Бесконечный. Бинар бесконечный. Сюда могут и китайцы подключиться, и индусы могут подключиться, американцы, Германия. Здесь, когда компания на разных языках, Грузия, вот вчера, например, у нас Азербайджан уже подключается, понимаете? Украина, кто только здесь у нас не будет. Здесь вот этот бинар, он до бесконечности. Бесконечности, бесконечности. Там пара образовалась, там пара образовалась. Вы опять что-то получили. Главное, надо следить, чтобы равномерно две ножки ваши работали. Главное, чтобы равномерно работали ваши ножки. Вот это самое главное. Вот что я хотела сказать. А сейчас, если есть вопросы, можно задать мне вопрос. Сергей, вы можете там посоветоваться, если что. Если есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Сереж, слушаю. Тамара, что в накопительной части сначала подключается? ВИП или социалка? Социалка подключается. Нет, сначала бинар, биткоины. Крипто, да. Вначале $100 накопилось, тут же вас, значит, в старт зашли. А уже, смотрите, под этими людьми же люди встают и встают. Как только там 14 человек стало в старте, вот во всей этой программе, они тут же переходят автоматом в ПРО. Дальше переходят уже на VIP. Вот они на VIP оказались, и им уже рекрутер подключается. Понимаете? Всем подключили рекрутер. Те, кто хотят работать, подключили рекрутер, и великолепно все дело пошло уже дальше. А так вот вот это понятно? Ну, все понятно, здесь уже все понятно. Благодарю, да? Сергей, надо это сейчас вот сделать таким образом, чтобы у всех вот прекрасно все это у вас работало. София. Сергей Вакингут. Ты здесь? Да, конечно, мы здесь. Ну, поговорите, может быть, какие-то вопросы есть? Девочки, мальчики, задавайте вопросы. Мальчики есть что? Вопрос Вот я хочу такой вопрос задать. Как вы думаете, заработать нельзя? Вот кто думает, что можно это сделать, заработать 24 тысячи для начала, это для начала. Поставьте десяточки, чтобы я видела. У вас тут все поставить. У вас только у тебя компьютер, общий включен. Жалко. София, ты задай там такой вопрос, и пусть девочки поднимут руки. Почему они могут поставить десятки? Они же каждый за компьютером сидят, да? А вы не в офисе? 66. Нас в офисе 5, значит, умножаем. Тогда поставьте, пожалуйста, 66. Да, поставьте. Да, 10 поставьте в компьютере. Кто увидел, что здесь можно заработать эти деньги? Он 65. Кто увидел, что здесь можно эти 24 тысячи, 49, 100 тысяч, 200 тысяч заработать? Кто это увидел? И кто будет с нами сейчас? Десяточку поставьте, чтобы я видела. Да, ну напиши, что в курсе 66. Курс 66, чтобы не забыть. Даже нет. Здравствуйте. Добрый день. Меня слышно стало, я наконец-то микрофон включила. А то у меня тут немножко зависает, видимо. А кто это? Это Мартавлина. Имя? Мартавлина. Мартавлина, отлично. Ага. Так, ну нас тут 5 человек, мы Слушаем. все вместе вас слушаем, там мы уже поставили. Я хотела вам сказать, вот в чате у вас там в стрелочку вниз нажмите, вот пошли десятки.
Нажала, да. А я же думала, почему же я не вижу? Ага. Я на вас смотрю, такие все красивые, все. Прекрасно, прекрасно. Так, ура, очень круто. Так, Елена молодец, Сергей молодец. Кто-то еще здесь не без этого. Светлана умница, вот опять здесь лайфа. София молодец. Ага, 50 даже, молодец. Алина молодец. Анжела, Мартавлина, 5 человек. Ага, молодцы, девочки, молодцы. Девчонки, я вам честно хочу сказать, и, Сереж, ты здесь один как бы мужчина, это просто сказка. Да. Это просто для нас сказка. 5 месяцев мы бились с Олей, 5 месяцев мы президента уговаривали. Какие только площадки ему не показывали, что только ему не объясняли. Не соглашался. А когда сейчас согласился, он говорит, давайте вот такое вот сделаем. Линейно-бинарный маркетинг. Когда мы обсудили, просчитали, вместе мы с ним считали, мы говорим, боже мой, сделайте, пожалуйста, как можно скорее. Программиста подтянули. Мы говорим, Олег, бросай пока все дела и сделай как можно быстрее вот это. Людям нужны деньги. Скоро лето. Людям надо будет в отпуск ехать. Надо, понимаешь, говорю, вроде бы убедили. Сказал, постарается к первому числу сделать. Если первого не будет, может быть, второго, третьего. У вас пока есть такая возможность, регистрируйте людей. Те люди, которые у нас уже здесь находятся, вот сейчас уже в компании, уже есть, кто стоит на крипте, кто стоит в соцпрограмме, все должны здесь быть, все немедленно найти вот эти $100 и сюда встать. Всех. Мы всех людей должны вывести на деньги, чтобы у всех были деньги. Договорились? Да. Вот самое гениальное, самое простое. Деньги удваиваются. Да, действительно, деньги удваиваются в квадрате. Вот я написала. Это действительно так. Вот такая картина. Если нет вопросов у матросов, тогда мы можем расстаться. А если есть вопросы, я еще готова ответить. Молодцы. Анжела молодец. Наталья, верхний плюс, девчонки, задавайте вопросы. Какие у вас вопросы? Так, Анжела, я считаю, что вы пишете, моя команда уже загнала, это ваши лидеры. Теперь лидеры пусть поработают, и каждый тоже в свою команду загонит эти деньги. Они просто там не будет. Конечно, можно, для этого собрались. Если их люди туда пойдут, то они просто будут терять деньги с этого маркетинга, потому что их это как всегда. Да, девочки. Вопрос. Здравствуйте. Кто это? Алина. Угу. Очень приятно. Да, Алиночка, слушаю вас. Мы сами будем делать, да, при старте? Нет. Алина, самый верх, послушайте меня внимательно, самый верх сейчас София вместе с вами, а у нее уже есть это предложение. Это предложение мы с ней... Нисколько человек, мы никого не... Вот, пожалуйста, не настраивайте людей, что люди будут выстроены в ряд до старта. Вот это не настраивайте людей. Пожалуйста, я вас убедительно прошу. Здесь в данном случае, вот вы сядете, смотрите, да, у каждого у Алины будет листочек бумаги. Алина вместе, значит, с Софией ей говорит, Алиночка, покажи, пожалуйста, кого ты там решила поставить к себе в плечо. Алина показывает. Сказала, я все сделала. Да, вот дальше, слушайте. Да, мы никого выставлять, Алина, вам не будем. У вас лежит, уже ваш список лежит.
Мы выставим только вас и выставим, может быть, вам двоих. Но теперь у вас лежит листочек бумаги. И вы говорите, как только там начинается старт по времени, какого уровня она будет находиться. Желательно, конечно, чтобы вот этих людей, ну, более-менее соблюдали свои линейки. Предположим, под Алиной стоят два уже лидера. Она поставила. Теперь ей надо поставить еще 4. Что делает Алина? Алина говорит, так, нажимаешь кнопку «Ты». Там кто должен нажать? Вот, последовательно. Но мы должны завтра выяснить, завтра это я выясню, если это твои личники, первые твои личники, именно твои личники, Алины, то значит у Алины они будут падать так. Бинар обычно падают так. Один падает слева, потом падает второй слева второму. Потом падает третий вправо и 4 вправо. Вот завтра я это выясню, так ли будет, или же в этом бинаре будут слева направо закрываться. Вот он завтра должен на этот вопрос ответить. И теперь перед вами, Алина, этот листочек лежит, а вы командуете парадом и говорите, теперь ты нажимай. Когда твои личники все выстроились, как полагается, Алина, личники выстроились, как полагается, теперь каждый, вот помнишь, 2 человека стоят под вами, теперь у нее список этот лежит, и у той список, у каждого лежит список, и они начинают командовать своим парадом, их выставляют в соответствии с тем списком, который у них на руках. Вот это понятно? Потому что тех 100-200 человек никто вам выставлять не будет. Это невозможно. Два золотых места Поставьте. Но под кем-то 2 золотых не будет. 2 золотых. Это тоже уже предусмотрено у Софии. У Софии это все есть. Она вам покажет. Вы помните, я рассказывала, как бинар надо закрывать? Слева ставится менее сильный, справа ставится сильный. Поэтому София тоже, мы с ней точно так же посмотрели и определились, кого куда поставить. Вот верхушку только, верхушку. Мы дальше никого не смотрим. Дальше вы сами сядете и все распишите. Из российских лидеров или якутская команда имеете в виду? Только якутская. А как другие? Мы вас не путаем. Мы вас не путаем пока ни с кем. Пока ни с кем не путаем, понимаете? Но когда у вас будут какие-то, допустим, там не закрываются ячейки, вдруг такая ситуация, то над вами уже сколько лидеров стоит? Вот до президента. Все в один день. Нам нужно сделать таким образом, чтобы все линеечки наши закрывались. Алина, вот это понятно? Да, понятно. Спасибо. Да. Ага. Да, Тамара, извиняюсь, а можно я вот еще одно объявление сделаю, пока все тут в сборе? Конечно. Да. Дорогие партнеры, я сегодня назначила 2 прямые трансляции через YouTube. Сейчас пойдет объявление по группам. Сажайте своих людей. В 6 часов будет на русском языке, а в 8 часов будет на якутском. Ссылки там будут в одном объявлении, будут все ссылки. Меняйте внизу свои данные, вставляйте и отправляйте по группам. Потом не забывайте закрывать свои кого посадили, с теми закрывать сделки. Обязательно. Мартавлина, Да? Вы сегодня в Ютубе что, будете эту программу рассказывать? Мы о компании и социальную программу полностью рассказываем. У меня такой вопрос. А сейчас про эту программу на якутском языке можно выводить или только с завтрашнего дня после объявления?
Я у вас хотела спросить. Вот именно сегодня, если вы это сделаете и выставите в чат, это будет неправильно. Хорошо, Когда я про президент эту программу это не я не озвучит, скажу. да. Я про эту программу не буду говорить. Я буду Ну, официально... тогда сейчас не надо путать людей. Да, мы сейчас говорим вот именно об этом. А то, что презентации, девочки, конечно, водите людей на презентации. Это обязательно надо. Это обязательно надо приходить на презентации, отправлять людей. Девочки работают, девочки молодцы у вас. У вас вот Муфталина, Айталина. Я вот вижу, учитесь дальше. Здесь столько молодежи. Девочки, давайте, чтобы вы тоже так же проводили фокус-группы, тоже так же проводили презентации. Это обязательно надо делать. Тогда у вас и команды будут. Вы представляете, как к вам будут люди идти? Это неописуемо будет у вас. Хорошо, Так, еще слева так... справа, правильно. Моя команда загнали в кабинет сумму входа слева справа. Молодцы. Хорошо. И... Здравствуйте, можно вопрос? Да. Кто это? Сразу имя говорите. Зоя, да? Да, Зоя Потапова меня зовут. Хорошо, Зоенька. Ага, точнее, у меня два вопроса. Первый будет по расстановке плеч, да? Я могу взять из глубины не своего личника, если у него спонсор не активный, не работающий вообще. Вы его возьмете, но деньги, к сожалению, вы не получите за него. За первую линию. Да. Установки я себе на плечо могу ставить. Из глубины. Да, на плечо. Надо посмотреть. Кажется, вот Зои, под Зою там, кажется, мы поставили одного человека нашего, я имею в виду Славова. Это мы не обсудили. Обсудите. Отдельно. Вы уже там отдельно посмотрите. Да. И по одному, не всей толпой собирай, пожалуйста, София. И я убедительно вас прошу, пожалуйста, уважительно относиться друг к другу. Я это повторяю. Я вообще вам хочу сказать, вот вы моя команда. Это и Оля знает, это все знают, многие знают уже. Я никогда не допускаю скандалов, разборок в структурах. Если только я вижу, что у нас идет какое-то недопонимание, как президент сказал на планерке, даже со спикером мы можем расстаться. Если я буду такая скандальная, буду там с вами выяснять отношения, он даже меня возьмет и терминирует. А выгнать отсюда, вот с этой компании, это просто вы потеряете все. Поэтому ведем красиво, с уважением, все относимся друг к другу. Если даже вам не понравилось, как вам предложили встать, ничего здесь страшного нет. Вышестоящий наставник, он лучше видит, как должно быть, чтобы вы не стояли, чтобы вы были при деньгах. Поэтому, пожалуйста, я вас убедительно прошу. Я знаю, что вы горячие. Я знаю, что вы... Я видела в Сочи, я видела, насколько вы можете быть активными. Это классно. Я просто восхищалась там девочками. Это красавицы. Это ваши сейчас ролики я вижу. Просто вы умницы. Да, но давайте эмоции свои по отношению к своим лидерам, быть достойными. Вот это вот хорошо, не обижайтесь, мои хорошие, потому что я еще раз подчеркиваю, я не допускаю в своих структурах, чтобы были разборки. У нас самая лучшая структура, самая лучшая. У меня москвичи есть, у меня есть Краснодар, у меня есть Красноярск, у меня масса людей. Представьте себе, более 12 тысяч человек. Более 12 тысяч человек в команде у нас. И поэтому и ни одного скандала нет, ни одних разборок нет. Вот этого не должно быть у нас. Я вас убедительно в этом прошу.
Тамара. Прекрасно, да? Да, говорите. И это Зоя, второй вопрос могу задать, да? Да, конечно, конечно. Вот по бинару вы можете открыть рисунок, где расчет сделали? Да, пожалуйста. И вот я вижу, вы посчитали по $6, да, до 12. Ну, примерно, да. Или 6, ну, примерно, да. И я думала, что с глубиной вот этот за бинар выплата уменьшается по процентовке. А тут просчитано везде по $6. Вот понимаете, вот завтра, вот смотрите, мы сейчас пока многого не знаем. Я президента не трогала. Не трогала президента. Потому что я знаю, что он сильно занят. В данном случае, смотрите, он за основу взял наш бинар, который по биткоинам и по эфирам. Вы помните, да? И вот если мы с вами сейчас, да, зайдем на презентацию биткоина по бинар, там есть специальная вот такая табличка. Там есть табличка. И в табличке там написано, что, значит, что там написано. Вот, допустим, Зоя зашла и попала с пары, она будет получать, допустим, 20%. С пары 20% будет получать. У вас эти 20% никто никогда отнимать не будет. Вы так и будете до конца этого бинара, когда у вас будут пары образовываться, вы все время будете получать 20%. Теперь смотрите, приходит человек, там определенное количество, допустим, 8000 человек будут получать по 20%. Остальные там, допустим, до 15 тысяч человек, от 8 до 15 тысяч человек, будут получать, допустим, 16%. То есть те люди, которые попадут вот в эти 8 тысяч дальше, да, тогда, значит, они будут получать вот по такой сумме. Вот почему надо, чтобы в день старта зашли как ваших людей. Вот это понятно, Зоя? Да, этот момент поняла. Если уже будет ваш человек 20 тысячный заходить, может быть, у него будет 12%. Ага. Понятно? 20? 4. На 4 миллиардов рассчитан бинар. Вот он, видите? 4 миллиарда. Все понятно. Да. А вы как зашли на 20%? Ну, сейчас это 4,5. 45 тысяч. Наибина отключить. Ну, там тарелками гринить, да? Да, еще кто-то там тарелками или унитазом что-то шипит, я не знаю, что-то делают. Или унитаз моет. Или тарелки моют, не знаю, что-то там. Такой грохот стоит. Да. Я понимаю, что долго мы с вами уже общаемся. Но еще, если есть вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Но если нет вопросов... Девочки, вопросы задавайте. Тамара, вопрос есть. Задавайте. Ага, это Зоя. Так, такой вопрос. Ну, по опыту, что все равно... Вот... Ячейки, дырки остаются. Кто-то активно, очень Вот активно. смотрите. Ну, можно я... Зоя, да. Ага. Активный очень вперед идет, да, много подключает, а вторая нога может похрамывать. И, то есть, вот вы нарисовали в бинаре, да, полное заполнение ячеек и расчет идет. Я надеюсь, что, чтобы получать выплаты, не обязательно вот эти все ячейки закрывать. То есть, как только в наименьшей ноге где-нибудь станет человек, пара захлапывается с наибольшей ногой, и выплата идет. Вот смотрите, Зоя, я работала в одной компании, и там примерно вот такой вот бинар был.
вот такой бинар. Мы вставали одним местом. Одним местом мы вставали. Я за один день, это не старт был, я за один день закрыла 8 линий. За один день закрыла 8 линий. Давайте посмотрим, 8 линий. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это примерно $1500 здесь. $2000 за один день. 8 линий. Теперь в плечах у меня стояли мои сильные люди. Как вы думаете, левое плечо за один день, за следующий день, сколько линий закрыл? Они тоже 8 линий закрыли. Значит, у меня уже 7-я линия закрылась с одной стороны. И как вы думаете, вот тот человек, который стоял справа, он за второй, это 2 дня, закрыл тоже линию, да? И получается сколько? 10 линий. Давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как вы думаете, почти $6000 у меня в кармане оказалось за 2 дня? Да. А у вас такое может быть? Может, конечно, всякое может быть. А $6000 это вам хорошо или плохо? Я уже линейку не считаю. А если еще и по линейке у вас около $2000, это десяточка почти в вашем кармане за 2 дня. Это нормально или плохо? Это отлично. Ну вот видите. А теперь под ними стоят тоже сильные люди. Они тоже закрыли свои линии, а какая-то нога не закрыла. Вы будете закрывать эту линию, помогать закрыть эту сторону? Естественно. Ну и все тогда, значит, у вас уже 12 линий закрыто. В вашем кармане уже 12 000. И те еще деньги. Вы не представляете, какие бабки здесь вообще. У меня слов нет. Просто слов. Пусть это не 12, пусть это не $6, даже $3 посчитайте. $4 посчитайте, $5 посчитайте. Вы понимаете, да, девочки? Да. Что мы сделали сейчас? Когда президентом мы все это просчитали, просмотрели, он говорит, боже, что же я, говорит, раньше это не сделал? А я 5 месяцев его каждый день стучала ему, что это надо. Правильно, ура. Я с вами согласна. Вот это нормально? Хоть один человек, кто-нибудь еще скажите, вот ура, кричат, ура, супер. Зоя, Ура, супер. вас это устроило бы? Ура, супер. Меня это устраивает, да. Правильно, Умноженное на правильно. 5. Ваша задача какая? Не вам одной эти ячейки закрывать, а своих лидеров этому научить. А останется там 1-2 ячеечки, вот там вы и закройте, помогите. Ваша задача дублицировать, научить людей. Вот видите, с любовью тут показывают. Ура, добили, прекрасно, нормально, ура, отличные деньги, отличные возможности для каждого. Это действительно вот правильно для каждого. Вот сколько в вашей команде там? 3, 4, 5 тысяч человек, предположим. Сейчас всех сюда, всех. И помогите, чтобы остановки не было здесь, в этом бинаре, чтобы не было никогда этой остановки. Представьте себе, закрылся у вас следующий уровень закрылся. Скажите, а мои люди, ангел, упадут только на меня или как? Ну, я же не знаю ваших людей, как они упадут. Это, скажем, ваши люди только к вам будут приходить. Нет, к чужим никто не приходит. Ваши люди будут в ваших 2 ножках. Вот у вас 2 ножки, у каждого 2 ножки. Каждому будут приходить эти ваши люди на ваши ножки. Зоины люди на Зоины 2 ножки.
Татьяна А Ленина люди на Ленина две ножки. А если там у нее дырочка, и она не справляется, тогда, значит, вышестоящих людей будут туда падать. А ваш третий личник упадет под того, под кого вы хотите поставить. Я же сказала, у каждого у вас список лежит, каждый говорит, в какое время нажимать. Вы посмотрели? Если у вас две левые ножки уже закрыты, а вы хотите этого личника поставить вправо, значит, немножечко говорите, подожди, пока не стань, пусть сначала вот эти двое встанут, потом ты встанешь. Но этому всему научат, девочки. Так, количество мест. Ребята, это я образно говорю про количество мест. Вы опять-таки не цепляйтесь, пожалуйста, к моим словам. Я вас убедительно прошу. Что, сорвалось, что ли, у нас? Нет, мы слышим. Нет, на связи мы. На связи, а что случилось? Тамара, Якутия с Тамарой, и вы исчезли у меня все. Вышли. Перейти к звонку, вот кнопка зеленая стоит. А зачем? Вот так. Вот, девочки, вот тут кто-то уже про 20% написал. Можете 30, можете 40. Возьмите таблицу, посмотрите. Я уже просто... Количество мест там где-то на 20... 8 тысяч человек. Почему я говорю, что первые несколько дней в обязательном порядке надо как можно больше людей, чтобы этот процент был выше у вас. Но ничего здесь страшного нету. В товарном бизнесе самый большой процент – это 5%. У нас заканчивается где-то на 7%. 7 или 6%. Да я уже не помню. 6%. Понятно, да? Так, еще есть вопросы? Но если нет, вы меня можете отпустить, я думаю. Да. Мы здесь. Так, Хорошо. Да, я думаю, что это не последняя встреча. Теперь мы научились пользоваться скайпом, особенно вот наши представители с разных улусов. Улус — это у нас район, Якутия, она огромная территория, поэтому они все научились. И будем вот так вот чаще встречаться, особенно сейчас до старта еще, может быть, пару раз, да, наверное, встретимся. Некогда встречаться, София. Сейчас нет времени встречаться. Пусть они работают, помогают открывать перфект money, помогают заводить деньги. В день 5, 10, 20 у вас регистраций должно быть. Не стойте на месте. Чем быстрее, вот представляете, вы поверьте мне, вот эти 20%, они как раз 8 тысяч человек. У нас в компании, вы не забывайте, что 40 или 50 тысяч человек. Поэтому не спите. Хотите войти вот в эти первые проценты, чтобы хорошие деньги к вам зарабатывались, значит, мы должны с вами уже все быть наготове и буквально в один день все зайти сюда. Потому что никто так не готовит людей, как я вас всех готовлю. Да. Я во всех структурах сейчас провела такие занятия, провела такие учебы. Вот сейчас вот София попросила с вами, я думала, у вас уже там Оля, София провела. Понимаете, да? Сейчас у меня в нашей команде, я вот так вот просто, потому что я 5 месяцев билась за это. И президент говорит, я только 28-го озвучу. Он только 28-го озвучит. А мы уже с вами работаем в этом направлении. Вся моя команда в этом направлении работает. Вся команда работает. И я сказала, чем первые дни, если мы зайдем, и у нас будут проценты выше, мы займем эти места, понимаете? Вот это понятно? Понятно. Количество людей заходит, 8 тысяч переходит на друг. Ну, просто надо посмотреть, я еще раз говорю эту табличку, я уже забыла о ней. Я посмотрю сегодня, вы тоже посмотрите. В бинаре там есть такая таблица, и количество людей и проценты. Кому сколько процентов, кто куда попадает, и кому какие проценты будут начисляться от бинара.
У нас здесь ни апгрейдов нет, ничего нет. Вы чистоганом за пары будете эти проценты получать. $40 внесли, $20, значит, допустим, 20% получили. Например, говорю. Понятно, да? Две пары. 10 пар по $20 зашли, 20% получили. Вот такие дела. Так, ну, еще есть вопросы? Ага, Тамара, Да. у меня тут команда собралась, больше 10 человек, хотят научиться выступать спикерами на фокус-группах. У нас сейчас вот намечается обучение в этом направлении, да, как интенсив я им обещала сделать. А после этого с вами можно будет связаться и чтобы... Нет, со мной нельзя связаться. Со мной нельзя. Нет, девочки, давайте будем соблюдать субординацию. Об этом Михаил постоянно говорит. Обращайтесь сначала к своему наставнику. Если этот наставник не в состоянии или не может, обращайтесь к следующему. Если следующего нету, к следующему. Если следующего нету, к следующему. Понятно? Девочки, не перекладывайте, пожалуйста, работу, значит, на тех наставников, когда у вас есть свои наставники. Потому что, ну, представьте себе, сами представьте себе, я не отказываюсь, но я же не железный человек. Понимаете, да? Да. Я понимаю, когда действительно тот не может, тот не может, тот не может. Это один вопрос. Это один вопрос. И учите, пожалуйста, своих людей точно так же соблюдать вот эту субординацию. Потому что, смотрите, мои хорошие, если вы переводите вот этого, вот взяла сейчас Мартавлина, слушает, предположим, слушает там кого-то там, какую-то презентацию, слушает там фокус-группу и думает, ах, как она хорошо ведет, какая она хорошая, дай-ка я туда пойду. Вот у меня такой случай произошел в структуре. Ага, дай-ка я туда пойду. Одна пришла туда, вторая пришла, третья послушала спикера. Что вы думаете? А у этого спикера... Сейчас, ладно, хорошо. Хорошо, нет, давай. Послушала спикера, ей спикер этот понравился, а у спикера, значит, в Ютубе, она рекламирует там 2 компании. Я потеряла 3 личников своих. 3 личников я потеряла. Она здесь у нас читает лекции. Она тут вебинары ведет, а 3 моих новеньких людей пришли, послушали ее, она им понравилась, увидели у нее там, значит, другую информацию, зарегистрировались, там якобы крема распространять полегче, и теперь они не работают в Дреме. Они были активные, они делали ролики, я с ними работала. Вы понимаете? Поэтому вот твоя структура, занимайся своей структурой. Зоина структура, пусть Зоя занимается своей структурой. Алина, а вы собираете свои структурочки? Хотите послушать вышестоящего спонсора, Сережу? Хотите послушать вышестоящего? Не надо. Ладно, хорошо. Хотите послушать Софию? Пригласите. Хотите Олю послушать? Пригласите. Мы хотим вас послушать. Вот такое вот дело. Вот это понятно? Да. Прекрасно. Так, ребята, давайте это самое, вопросы вот эти вот пока оставим, давайте там напоследок мы все включим камеры. Это нужно для того, чтобы сфотографироваться, чтобы вот это вот снять, чтобы мы были, очень много человек присутствовало у Тамары на консультации. Да. Вот это надо
На встрече, на встрече. Подожди, Тамара, не выходите. Сейчас мы камеру включим, и вот... Да. Я вообще не представляю, как это они. Ну вот все включим камеры. Напоследок это. Пойдем туда, встанем. Но я не включу, потому что я только встала. Нет, вы не включайте, мы включим. Хорошо. Ага. Сейчас. Что нас много. Это надо продать. По очереди вызывали, что ли? Нет. Давайте. На правах собой. И ролик. И сразу ролик. Ролик делаем. Вот мы, нас 5. Так, сейчас я еще... Включай. Пока-пока. Все вот такие красивые, черт побери. На вас смотришь, просто зажигаешься сразу. Все такие симпатичные, все так красивые. Проходит Тамара. Вы молодцы, вы молодцы. Я же включал, выключили. Он громко говорит. Вот и вперед, и вперед. Тоже так. Покровска, Иркутска, Новосибирска. Вот так вот мы работаем. Сидя дома, халатики, шапочка. Это мы, что ли? Спонсоры, стоящие наши наставники. Нас ожидает СА. Вот и Сережа здесь. Да, вот, пожалуйста, Красноярск. Вон он, красиво идет. Кому интересно, подпишитесь. Напишите в директ. Спасибо за внимание. Пока-пока, девочки. Какая красивая девочка. У других, видимо, они нас видят, да? Кобылна есть, истарапия. Билген схема курокутун надо, онна схема бутун кыта спонсордар бутун бунан баран надо согласовать эти схемы. Тамара мне сказала, что сильных надо ставить вперед, вот как вот я предполагала, да, локомотив, короче, вот тот локомотив, который будет тянуть. Более-менее это самая команда, то вот у нас Оголлар, Янбарда, Кельники, Баралар. Вот он на консультацию ко мне потом запишитесь. Мне сказала объединения Мириам Печатка, звезда Нарга, что я вот такая команда на консультацию. Раиса Павловна команда это Бабанна Печатка. Алина команда это Ульяна команда это Бабанна Печатка. Лена Кинобача Часка, личник Тарбана, но она видит Тарбана, мы выставим. И будет очень красивая картинка. Мы покажем результат. Потом следующая линия, следующая тахсалдар. Антон тахсалдар. Когда результаты покажем, да, тогда народ подтянется, тогда будет ажиотаж. Надо показать результат. Вот топовые вышли, топовый результат мы постоянно всем продаем. Итог нашей работы – топ-лидеры. All Atlaner. Это надо продавать. То есть поэтому сейчас грамотно надо расставить вот эти все ячейки, чтобы никто не отстал и всем закрывать, сверху помогать, снизу мотивировать и бары ячейка на социальную. Вот для чего нужно, чтобы люди сильные были сверху. Чем биттим, бихедилген маннабар офиска баджанар партнердар гадин катта. У каждого свой бизнес,
Смотри. Ну, такие переживания, прям так сюда.